Россети «Северный Кавказ» в 2025 году направит 249 миллионов рублей на реализацию программы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта энергообъектов в Ингушетии. Программа разработана на основании результатов диагностики технического состояния сетевого оборудования и предписаний надзорных органов. Основными направлениями работы в текущем году станут ремонт воздушных линий электропередачи, подстанций, замена ветхих трансформаторных подстанций, расчистка и расширение просек ЛЭП всех классов напряжения. В Ингушетии состоялось открытие вахты памяти, приуроченное к 80-летию Великой Победы. Мероприятие прошло у обелиска на месте братского захоронения военного госпиталя времен Великой Отечественной войны в сельском поселении Средние Очелуки. В рамках проекта по местам боевой славы родной Ингушетии, реализуемого поисковым отрядом «Молгобек», прошел урок памяти для учащихся и молодежи республики. Учащиеся читали стихи о Великой Победе, почтили память павших минутой молчания и возложили цветы. Реализация нацпроекта «Кадры» до 2030 года потребует в общей сложности 116 миллиардов рублей, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. Она отметила, что новая модель управления кадровым обеспечением страны позволит сократить дефицит кадров за счет увеличения занятости к 2030 году на 3,4%. Потребность в кадрах, по ее данным, оценивается в 3 миллиона 100 тысяч человек к 2030 году по отношению к 2022. Голикова добавила, что общая оценка по замещению и вовлечению в экономику работников на сегодняшний день составляет 10 миллионов 900 тысяч человек. Федеральная налоговая служба будет возвращать часть налога в рамках ежегодной семейной выплаты по запросу семьям с 2 и более детьми. На возвращение части налога по ежегодной семейной выплате могут претендовать семьи, в которых средний душевой доход на одного члена семьи не превышает 1,5 прожиточных минимумов в месте их проживания. Семья должна постоянно проживать на территории России и иметь гражданство. Также необходимо, чтобы был уплачен налог на доход физических лиц за год, предшествующий обращению за выплатой. Выплата также будет предназначаться не только для родителей, но и для усыновителей, опекунов и попечителей. Утверждена дорожная карта по реализации концепции подготовки кадров для строительной отрасли и ЖКХ до 2035 года. Документ разработан Минстроем в сотрудничестве с Миноборнауки, Минпросвещения, Минтрудом и отраслевым сообществом. Ожидается, что в течение следующих 6 лет в отрасль будет привлечено свыше 850 тысяч молодых специалистов с различными квалификациями. Дорожная карта охватывает все этапы подготовки кадров, начиная с профориентации и заканчивая научной деятельностью. В рамках дорожной карты также планируется развивать взаимодействие между образовательными организациями и отраслевыми компаниями. С 1 марта начнут действовать обновления в правилах госрегистрации автомобилей. Один из самых важных моментов – отмена обязательного наличия полиса ОСАГО при постановке автомобиля на учет. Прежде это являлось необходимым условием для регистрационных действий. Также с марта можно будет снять с учета автомобиль, находящийся в угоне. Это избавит владельцев от уплаты транспортного налога и упростит процесс прекращения права собственности. Еще одна новация – отказ в регистрации в случае неуплаты утилизационного сбора. Также автовладельцы смогут снимать автомобиль с учета через портал госуслуг.